Истории, от которых не сдержать слез. В начале мая этого года в социальной сети YouTube появился канал под названием «Лики Донбасса». Здесь представлен цикл небольших документальных фильмов Александры Франк. Режиссер побывала на Донбассе и пообщалась с теми, кто остался жить на родной земле. Каждая серия – это судьба отдельного героя, его боль и надежда на спасение. Ключевые моменты цикла в сюжете Ксении Мишариной. Поэт Анна Ревякина рассказывает о том, каким красивым и спокойным был Донецк до атаки Киеву. В 2014 году жизни тысяч русских украинцев поделились на «до» и «после». Но и тогда, и сейчас Донбасс остается для них самым лучшим местом на земле, домом, где веками складывалась добрая русская история. Донбасс ведет оборонительную войну. Он не собирал войска и не отправлялся на Западную Украину кого-то убивать. Он просто хотел жить по законам своих предков, по законам этой земли. Говорить на русском языке. Чтить своих героев. Героев Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, это священная война. Война от обороны. Это священная война. Ветеран Великой Отечественной Владимир Шелудько живет в Донецке вместе с женой. Вспоминая свои фронтовые годы, рассказывает, что в 41-м на защиту Родины юноши шли с восхищением и идеей не только разгромить, но и уничтожить фашизм. Таким было советское воспитание. Только тогда, говорит ветеран, были фашисты-профессионалы, а в наше время фашисты-нелюди, питающие ненависть ко всему русскому. В 2006 году предатель и преступник Ющенко, президент, он отменил решение трибунала Нюрнбергского, где бандеровщина считалась преступной организацией, реабилитировал, как говорится, вот, и Бандеру сделал знаменем, и знамя вернули, и Бандера портреты, все вернули это на Украину, что это их святыня. Фельдшер бригады скорой помощи Родион Савенко родился и вырос в Донецке. В 2014 году окончил университет по направлению политология и даже подумать не мог, что ему придется сменить профессию и связать жизнь с медициной. Отучился в колледже и вместе с бригадой начал ездить в прифронтовые районы. Он не понаслышке знает о действиях националистов, ведь каждый раз видит последствия. Говорит, что со временем в силу профессии эмоции притупились и слез нет. Вот самый главный такой пример, как одна женщина сказала, мы лучше будем в развалинах зимовать, говорит, и жить в подвалах, чем с этими, говорит, нехорошими людьми. Не буду говорить, как они их называли, которые улыбались, а потом сами же грабили, убивали, поджигали квартиры, а потом говорили, что это армия ДНР бьет по гражданской инфраструктуре. Рассказывали, когда их в подвалы гранаты кидали, ну, просто ради веселья. Паренька там одному при родителях горло перерезали, потому что просто, когда отступая, говорят, ты же будущий сепаратист. Самые тяжелые, наверное, и непростой случай, это когда погибает или будут ранены дети. 8-летний Савелий живет с мамой и бабушкой в поселке Шахты. Во время обстрелов мальчик прячется в коридоре, там же ест и спит. Мечтает стать знаменитым футболистом и получить много золотых кубков. Поэтому тренируется каждый раз, когда его выпускают на улицу. Только в последнее время туда почти никто не выходит. А сейчас папа где? На войне. Он звонит тебе? Ну, не мне, а маме. Все хорошо у него? Угу. Он всегда так говорит, но мы думаем, что это не совсем правда. Как может быть хорошо там? Нет на Донбассе такой семьи, которой бы не коснулась эта война. Мирное население обстреливали и бомбили на протяжении 8 лет. И несмотря на все доказательства действий националистов, многие до сих пор не верят. Ирина Макаренко работает волонтером. Ей часто приходится общаться с молодежью, в том числе и с проукраинской. Девушка рассказала об их выпадах по отношению к русским. Просьба к ним только одна. Раз уж не верите, хорошо. Мы не желаем, чтобы вы прочувствовали. Мы не желаем, чтобы вы начали верить. Просто молчите. Лучше уж так.
Ну, потому что вы не имеете права говорить, что это ложь. А еще они счастливы. Счастливы, потому что им не пришлось переживать всех ужасов этой войны. А русский Донбасс стоял, боролся за свою свободу и ждал помощи от России. И помощь пришла. Одна за другой освобождаются некогда наши территории, восстанавливаются границы Отечества ценой жизней наших солдат. Благодаря их подвигам и мужеству, ведь мы своих не бросаем, а значит, победа будет за нами. За победу вам желаю, русскому представителю. Спасибо. А мы с вами. Ксения Мишарина, телеканал «Юрган».